Слово предоставляется представителю Верховного суда Абельдиевой Эльвире Телековне. Основную позицию предоставляли. Кроме того, по существу вопроса хотелось бы... Пожалуйста, чуть громче, потому что у нас ведется запись, иногда там ничего разобрать невозможно. Принятый Джор Кенешем разовый закон Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года за номером 42 устанавливает срок исполнения амнистии в 6 месяцев. Аналогично закону Кыргызской Республики об основах амнистии. Извиняюсь, можно, пожалуйста? Да. Аналогично закону Кыргызской Республики об амнистии ее порядке ее применения, данный закон допускает применение амнистии после истечения указанного срока исключительно при изменении юридической квалификации деяния. Установленные законом рамки отражают волю законодателя и направлены на обеспечение баланса между гуманитарной функцией амнистии и правовой предсказуемостью, включая произвольное расширение ее действия. Согласно требованиям закона Кыргызской Республики об основах амнистии и порядке ее применения и об амнистии в связи с 30-летием Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека, срок применения амнистии установлен законодателем и предусмотрен строгое исключение возможность применения амнистии после истечения срока только в случаях изменения юридической квалификации действия осужденного. Исходя из системного толкования этих норм, распространение разового акта амнистии на деяния, совершенные до периода его действия, но выявленные после истечения срока, возможно исключительно при наличии указанного законом основания. Любая практика автоматического применения амнистии после завершения срока без предусмотренного законом условия противоречила бы принципам правовой определенности и гуманной функции амнистии, превращая разовый акт в постоянно действующую льготу. Амнистия не является уголовным законом в материально-правовом смысле и не применяет норму Уголовного кодекса. Поэтому конституционное правило об обратной силе уголовного закона, смягчающую ответственность к амнистии, напрямую не применяется. Установление срока ее применения законом Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием применения Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года не нарушает конституционные права граждан и соответствует международной практике применения амнистии, позволяющей законодательным органам устанавливать условия и развитие рамки действия гуманитарных мер, включая временные ограничения. Согласно статье 93 Уголовного кодекса, там определяет объем полномочий Джор Кенеш при принятии акта амнистии, включая освобождение от уголовной ответственности и наказания. А законом Кыргызской Республики об основах амнистии порядок ее применения уточняет порядок и форму реализации амнистии, не исключая возможности более широкого акта, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской Республики. Эти нормы согласуются между собой и не создают внутреннюю коллизию. Возможность освобождения лица от уголовной ответственности на стадии досудебного производства действительно может способствовать гуманизации уголовного процесса, реализации принципа разумного ограничения мер уголовного правового воздействия, снижения нагрузки на органы следствия и суды, а также обеспечение более эффективного функционирования системы расследования и судебного разбирательства. Вместе с тем, модель и пределы применения амнистии, включая вопрос, допускается ли освобождение от уголовной ответственности на стадии досудебного производства, полностью определяется законодательная политика Джор Кенеша Кыргызской Республики. Амнистия является актом исключительного характера, выражающим волю парламента. Как органа законодательной власти, и именно законодатель определяет категории преступлений, критерии приемлемости, временные рамки, процессуальный порядок и основания для освобождения. Органы досудебного производства и суды, в свою очередь, лишены дискреции
в вопросах устранения или расширения сфер применения амнистии и обязаны строго руководствоваться текстом и смыслом конкретного закона об амнистии, а также общим законом об основах ее применения. Следует подчеркнуть, что уголовное судопроизводство, включая досудебные стадии, функционирует в рамках принципа законности, что исключает возможность применения амнистии по аналогии закона или расширенного толкования ее условий. Реализация акта амнистии возможна лишь в рамках пределов, определенных конкретных законом, какие категории лиц он охватывает, каким образом суд может прекратить уголовное дело до судебного разбирательства, рассматривается ли на стадии исполнения наказания и в каких временной период акт подлежит применению. На основании вышеизложенного Верховный суд Кыргызской Республики считает, что часть 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года за номером 42 и статью 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, не противоречащей части 1 статьи 60, части 1 статьи 1 и частям 1 и 2 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики. Вот. Кроме того, хотелось бы добавить, согласно постановлению Пленума Верховного суда от 26 февраля 2021 года за номером 4 о судебной практике по назначению наказания, Пленум подчеркивает необходимость строго соблюдения принципов гуманизма и справедливости при определении наказания и применении мер уголовного правового воздействия. Акт амнистии распространяется как реализация принципа гуманизма, имеющий приоритет, если она улучшает положение лица. Вот. Действие акта амнистии распространяется на все деяния, совершенные до вступления его в силу, время выявления преступления или момент постановки дела на учет, не является законным основанием для отказа в амнистии, если само преступление было окончено в амнистионный период. Амнистия не применяется, если длящееся или продолжаемое преступление было окончено или прервано после вступления закона в силу об амнистии. Кроме того, хотелось бы предоставить статистические данные. Это за 2024 и 2025 годы именно по судах первой инстанции по применению амнистии. Согласно это уже Уголовного кодекса по 97 году редакции, амнистия была применена в 2024 году. Всего было осуждено 48, и амнистия была применена один раз. Согласно редакции 2017 года Уголовного кодекса, в 2024 году было осуждено 213 человек, из них 67 раз была применена амнистия. И согласно Уголовного кодекса редакции 2021 года, в 2024 году было всего 6790 осужденных, из них 770 раз была применена амнистия. Вот. Кроме того, за 2025 год, согласно редакции Уголовного кодекса 1997 года, была применена один раз, из всего осужденных было 26. И согласно редакции 2017 года, здесь 2 раза, извиняюсь, согласно редакции 2021 года было осуждено в 2025 году 140 осужденных, из них было применено 173 амнистии. Вот здесь. У вас все, да? Приобщить, да.